Я, например, сплошь и рядом сталкиваюсь с тем фактом, что я, как педиатр, который видел больше 100 тысяч детей в своей жизни, тем не менее, бабушка, реально вырастившая 2 детей, она готова вступать со мной в дискуссию по поводу того, что надо делать. Как бы для женщины, вот, самое опасное, если смотреть применительно к детенышу, да, это тоже на уровне инстинкта. Опасен голод, опасен холод и опасны какие-то физические травмы. Да? Поэтому главный эквивалент любви – это согреть, накормить и ограничить двигательную активность, чтобы что-то там не сломало. При этом все те же бабушки знают, что грязные, голодные, холодные, те, которые бегают 24 часа в сутки на улице, они ведь практически не болеют. Болеют любимые, сытые, теплые, которые сидят возле телевизора, знают азбуку и так далее, и так далее. Так вот, главное, что мы должны понять. Какая бы умная, мудрая ни была бабушка, она все-таки должна отдавать себе отчет в том, что за здоровье конкретного ребенка ответственность перед Богом, этим ребенком и собственной совестью несут только его родители. Навязывать решение родителям нельзя. Помогать можно, нужно и очень желательно. Только помощь ваша должна быть пассивной. То есть надо одеть этого ребенка. Пусть они скажут, во что вы, а вы уже оденете. Вот надо накормить, пусть скажут, чем и сколько. Надо постирать? Надо. Вы готовы постирать? Огромное вам человеческое спасибо. Только пусть они скажут, в какой воде, каким порошком, в какой машинке и при какой температуре. Педиатрия не стоит на месте. Наука о детском питании не стоит на месте. И все они все больше возвращаются к истокам, к природе, к нормальной жизни. Если вас учили о том, что ребенок должен есть каждые 3 часа, что его нельзя кормить ночью, что в 3 месяца он должен получать суп, а в месяц сок, то сейчас все это давным-давно пересмотрено. И доказаны вещи совершенно другие. Но эти правила, они были впитаны вами, я говорю бабушками, когда вы были молодые, восприимчивые, и вы абсолютно уверены в том, что так и надо. Вот надо очень часто не так. Вот главное понять, что вы не можете являться носителем абсолютной истины. И главное, вы можете оставаться при своем мнении, но навязывать это мнение молодым категорически неправильно.